Установившаяся в республике жара для одних в радость, для других же наоборот в тягость. Знойная погода вносит свои коррективы в жизнедеятельность человека. Уже давно доказано, что в жаркие дни снижается работоспособность. Однако специалистам некоторых служб это не повод для расслабления. К примеру, не приходится скучать фельдшерам скорой помощи. Учащаются обращения за медицинской помощью по причинам теплового и солнечного ударов. За 2 недели жаркой погоды таковых зарегистрировано 4 случая. 1 со солнечным ударом, 3 тепловых. Так, состояние оценивается как средней степени тяжести, помощь оказана, оставлена на месте. Чаще у нас обращаются люди пожилого возраста ввиду своих сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет, так, эндокринные нарушения, ожирение, лишний вес. Так, также часто обращаются люди, употребляющие в жару спиртные напитки, имеющие нервные и психические расстройства. При соблюдении простых и незатейливых правил нахождения на улице в жару можно избежать всех неприятных случаев, сохранить здоровье, бодрость и хорошее настроение. В такую погоду лучше всего одевать белую хлопчатобумажную одежду. Обязательно головные уборы. Обязательно с собой носить пить обильное количество воды, с собой всегда носить тепленькую или прохладную воду. Существует множество способов спасения от жары. У каждого они свои. Сибайцы охотно поделились собственным опытом. Как спасаетесь от жары? Кондиционером. Сидим дома. Да, много воды пьем. Или в тенечке. А еще бассейн надувной купили. Вот. Там купаемся в жару. А гуляете в какое время? Гуляем рано с утра, либо поздно вечером уже, когда похолодает, получше становится. Целый день в саду бываю. Из домика не выхожу, когда жарко. Стараемся пить. Больше в основном воды, конечно, пьем. Ставим квас домашний. Вот так спасаемся. Обливаемся холодной водой. Стараемся больше воды пить, в тенечке, на Култубан ездить, отдыхать, в отпуске как раз. Мы ездим часто купаться, в бассейн иногда ходим. Без мороженого не один день. Мама дает деньги, мы идем, покупаем, сидим в теньке, пикники устраиваем. Вот солнечные очки одеваем, да и водичку с собой носим, и все. Напомним, что в столь жаркую погоду приверженцы исламской религии держат пост, который продлится 30 дней. Проявить терпение к зною следует, наверное, всем, ведь летние солнечные дни считаны и обычно пролетают незаметно. Успейте насладиться летом. Елена Афанасьева, Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.